Общественники Троицко-Печорска обдумывают обновление памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Из района с 86 по 88 на ликвидацию последствий самой страшной катастрофы в истории атомной энергетики были призваны 50 жителей. В ноябре 2020-го в райцентре наконец появился памятник ликвидаторам. И вот сейчас на повестке вопрос о дополнении монумента их именами. Евгения Кладкевич расскажет подробнее. Троицко-Печорск, Мылва, Усть-Илыч, Нижняя Омра, Якша. С 86 по 88 из Троицко-Печорского района на ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы побывали 50 человек. Отказаться от такой командировки было нельзя, призывал военкомат. В числе первых ликвидаторов оказался Борис Харитонов. Работал в 3-м энергоблоке. Бригады по 5-6 человек отмывали стены, потолки и трубы от радиоактивной пыли. Всякие работы. Изоляцию из труб снимали на станции, самой станции. Так, где радиации мало, 4 часа работали, где большая радиация. Работу сделали, по-быстрому ушли. Командир, офицеры ходили, проверяли, говорили, большая радиация, быстро делаем работу и уходим. Работа, говорит Борис Александрович, была несложной, сильно не нагружали. Большую часть времени находились в палаточном лагере, оборудованном в 30 километрах от станции. Как и Владимир Меньшиков, еще один ликвидатор из Троицко-Печорска. На работу прибыл в мае 87-го. Отработал в Чернобыле 2 месяца. Сначала, вспоминает, загнали на крышу убирать радиоактивные обломки. Там находились не больше 4 минут. Пара заходов в день и обратно в лагерь. Через несколько дней Владимира пересадили на грузовик. Мужчина перегонял к станции чистящие средства, с помощью которых стирали форму действующих тогда ликвидаторов. Я был водителем. И заводили эти стиральные машины, там заливали жидкость, она очень была вонючая, работали в респираторах, очень запах был такой приторный. Призвал меня в военкомат, хотя на то время у меня было уже 2 маленьких детей. Из 50 ликвидаторов до наших дней дожили лишь единицы. Диагноз «лучевая болезнь» поставили каждому. Жизненный путь большинства прервался в результате онкологии. Александр Зрелов, занимающийся вырубкой того самого рыжего леса вблизи Чернобыльской АЭС, скончался в 2011-м из-за рака горла. Ему было 58. Мужа Александра Зрелова призвали в октябре 1987 года. Пришли мы, он уже дома был, я пришла с работы. Он мне говорит, показывает, вот пришла повестка, мол, в Чернобыль. Он никак не ожидал, потому что он служил до этого 3 года на подводной лодке на Северном флоте. И так на атомной, считай. Он думал его, когда случилось это, что его не заберут. Вот те, которые остались, у них все равно здоровье было. Ведь само по себе у человека, которые были слабые здоровья, они же ведь сразу умирали, приезжали. Вон какие парни молодые умирали почти что через год, через 2, сколько их много ушло в мир иной. Но все равно жалко. Там жалко, что они были там именно. Ну, конечно, мало, но однако же потом это отражалось на всю ихнюю жизнь. В Троицко-Печорске к ликвидаторам самой страшной катастрофы в истории атомной энергетики относятся не иначе, как к солдатам-героям. Долгое время здесь для них мечтали о памятнике. Закладной камень появился в центре поселка в год 30-летия катастрофы. Полноценный монумент при поддержке местной администрации возвести удалось лишь через 5 лет. Советуясь с производителями, они тоже дополнили своими идеями вот этот разрыв стены. Разрыв стены, как будто оттуда выходит атом. И посередине горящее пламя, это взрыв, который произошел. Радиоактивное облако в 86-м прошло над европейской частью СССР, Восточной Европой, Скандинавией, Великобританией и даже восточной частью США. Авария на Чернобыльской АЭС нанесла несоизмеримый ущерб природе, стала причиной гибели сотен тысяч человек. Торжественное открытие памятника в Троицко-Печорске состоялось 4 ноября прошлого года. Символ почета и уважения героям-ликвидаторам. И, естественно, память о них есть, она в музее, в первую очередь, конечно, в семье. Музеи, в школах. Каждый год 26 апреля мы проводим встречи с учащимися и напоминаем о том, что это произошло в 1986 году. В музее подготовлена экспозиция, где собраны воспоминания, фотографии наших чернобыльцев.
Памятник в планах общественников будет дополнен. Именно всех, кто отправился с Троицко-Печорского района на ликвидацию атомной аварии в Чернобыле, будут выгравированы. Евгения Кладкевич, Олег Костромин, телеканал Юрган, Троицко-Печорск.